Хорошо, что наших ученых не обвиняют хотя бы в применении химического оружия где-нибудь в своих институтах. Иначе, будучи миротворцами на международной арене, мы бы не пожалели, конечно, своих собственных граждан. У нас у самих в стране идет полным ходом виртуальная гражданская кибервойна с использованием, кстати, химического оружия. Конкурс «Россия-10» нахимичили так, что благое, в общем, дело вылилось в очередную междоусобицу. Хотели как лучше, получилось как всегда. Сейчас идет третий, заключительный этап конкурса. Военные действия продолжаются, но уже не в том масштабе. Нет главных полководцев. Их досрочно признали победителями. Междоусобица развернулась во втором туре. Вот его любопытные результаты. По голосам: Коломенский Кремль, мечеть «Сердце Чечни», скульптурный парк «Легенда», вулкан Тятя, Троица Сергиева Лавра, храм «Золотая обитель Будды», Астраханский Кремль, озеро Байкал, мечеть Кул-Шариф, Далматовский Успенский монастырь. Ну, любое голосование всегда не объективно, но тут вот случай особый. В этом списке не нашлось места даже для Московского Кремля, для Петергофа, для Мамаева кургана. Это все те символы, которые побеждают в любом социологическом опросе. И все прекрасно понимают, почему не нашлось. Обратите внимание вот на эту графу. Это, конечно, количество голосов, отданных за тот или иной объект. У Коломенского Кремля и у чеченской мечети по 38 с лишним миллионов голосов. И вот разница с третьим местом, обратите внимание, почти 37 миллионов голосов. Ну, понятно, что оба они хороши как символы, но на своем ли они месте находятся, вот вопрос. Но неужели на мечеть «Сердце Чечни», построенную всего 5 лет назад, уже успели взглянуть 4 десятка миллионов человек? А Коломенский Кремль отличился даже больше. Ну, как мы видели в Подмосковье, вообще очень дружно голосуют, впрочем, как и в Чечне. Все дело, конечно, в несовершенстве самой системы подсчета голосов. Она и привела к этой схватке бюджетов и войне машин. Начались скандалы, которые, конечно, подогрели интерес к конкурсу, однако дискредитировали его окончательно. Что-то похожее происходило еще недавно, когда выбирали имя России. Тогда тоже пришлось понервничать и поработать организаторам, поскольку побеждала фигура по нынешним временам нежелательная. Так может быть, сама идея этих конкурсов провальная? Об этом Эльзира Юзаева. Во Франции это Эйфелева башня, в Англии Биг Бен, в Индии Тадж-Махал, в Америке статуя свободы. Каков же главный символ России? Вопрос действительно не из легких. Вот они, потенциальные претенденты на это звание. Здесь и природные, и рукотворные достопримечательности. Настолько разные, что о каком-то справедливом выборе между ними вряд ли можно говорить изначально. Люди, которые это задумывали, на самом деле плохо представляют себе современную Россию и те тенденции, которые тут происходят. Если бы мы были американцами, может быть, мы и могли бы голосовать за какие-то общие культурные памятники, как за наше лицо. Но нам еще очень далеко до этого. Сегодня символом России является разносторонне ориентированный взгляд символа России, герба. Что нет еще единого взгляда на будущее России, на цели России. Кто мы такие, куда мы идем, чего мы добиваемся. Вот когда мы определимся единой целью, едиными задачами, у нас объявится единый символ, который станет действительно знаком России. Сопоставление или конкуренция между национальной святыней одного народа и другого народа. Это немыслимо. И действительно, среди потенциальных претендентов на звание символов России Коломенский Кремль, архитектурный ансамбль XVI века и православный монастырь Троица Сергиева Лавра. Один из самых современных объектов Северного Кавказа – мечеть «Сердце Чечни». Я слежу за голосованием, что на самом деле не ведет ли все это голосование к расколу в российском обществе, к этнокультурному, межконфессиональному расколу. И некоторые признаки такого раскола наблюдаются. Особенно, скажем, вот мусульмане стараются протащить на первое место свои памятники, очень стараются кавказцы, вот, чеченцы, например. И время от времени им удается вырваться вперед. Потом при помощи других голосований это подправляется. Но я не думаю, что это вот, полезная игра на самом деле. Я вообще небольшой вот такой
поклонник того, чтобы церкви и мечети выставлять как символы, потому что все же у нас гражданское общество. Да, понятно, религия, она свою роль играла, но это не значит, что вот в светском государстве надо делать их символами. Единогласно он должен быть принят населением, народом огромным, решающим большинством. Подавляющим большинством против подавляемого меньшинства. Очень большим большинством, ближе к абсолютному единогласию. Вот тогда он только будет символом. По итогам этого мультимедийного проекта где-то в Подмосковье будет создан ландшафтный парк, где в миниатюре будут представлены 10 объектов, которые как раз и выиграют на этом конкурсе. Тут сразу же напрашивается один вопрос. Ну как же можно представить многонациональную, многоконфессиональную Россию в 10 объектах? Хотя сама идея создания такого места отнюдь не нова. Еще при жизни знаменитый скульптор, архитектор и художник Ильдар Ханов создал вот это замечательное произведение «Храм всех религий». По замыслу автора этот храм и должен был стать символом объединения всех религий, культур и цивилизаций. Проект, который, по мнению его организаторов, всем нам даст возможность увидеть новое уникальное лицо российской самобытности, уже собрал более 150 миллионов голосов. Поразительные результаты. В стране не наберется такого количества жителей. Поэтому ход голосования не просто вызывает подозрения. Теперь уже каждому известно, как это делается. В один день можно проголосовать 3 раза, умноженное на количество браузеров вашего компьютера. Таким образом, проголосовал в Chrome 3 раза, открываешь Mozilla еще 3 раза, ну и напоследок в Explorer 3 раза. А у кого-то еще и Opera на компе есть. Для честного голосования надо исключить любую возможность, что бы то ни было оплатить. Но это такой соблазн для организаторов. Какие бабки на этом заработали? Сейчас в интернете распространена такая система, скажем так, платы за клики. Так что один человек может, допустим, заплатить нескольким людям сколько-то денег и спокойно там, за день накрутить тысячи, десятки тысяч кликов на тот или иной понравившийся ему объект. Ясно, что это работа хакеров и за деньги все это делается. Невозможно представить, чтобы какой-то регион с населением в 1 миллион набрал 38 миллионов голосов. Главная мечеть Республики Татарстан Кул-Шариф, которая вышла в финальный этап конкурса, сегодня находится на 18 месте. За этот объект отдано почти 500 тысяч голосов. А Казанский Кремль, который состоит из уникального ансамбля исторических и культурных объектов, практически в конкурсе и не поучаствовал. Ну, меня это мало волнует, потому что, понимаете, он уже давно перешел все конкурсы. И он здесь больше миллиона посетителей в год. И с каждым годом это нарастает, знаете. И его облик становится очень... И этот ансамбль, вот он все улучшается, улучшается. Так что в данном случае меня это мало волнует. Культурные памятники в полиэтничной среде не очень подходят для такого рода конкурсов. Например, я думаю, мы имели бы совершенно другую картину голосования, если бы на передний план выдвигались чисто природные памятники, которые не имеют этнической маркировки. Тогда, может быть, все дружно проголосовали за какую-нибудь гору общую такую, или за великую реку Волгу, может быть. И тогда наша дружба возросла бы. Зира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. Итак, конкурс «Россия-10» продолжается. Правила голосования в нем сейчас существенно пересмотрели, но, как говорится, осадок остался. Мы еще можем повлиять на результаты голосования и проголосовать, например, за мечеть Кул-Шариф. Но вот за Казанский Кремль мы отдать свой голос уже не можем. Его нет в списках финалистов, что довольно странно, согласитесь. Нам осталось лишь узнать мнение на этот счет у руководства самого нашего Кремля. Сегодня в нашей студии директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валиева. Здравствуйте, Зиля Рахимовна. Здравствуйте. Зиля Рахимовна, действительно, ситуация странная. Если мы сейчас посмотрим с вами вот на десятку лидеров, которые есть на данный момент, то мы увидим, что есть в ней 2 Кремля. Значит, это Нижегородский Кремль, Коломенский Кремль. Нет Новгородского, нет Тобольского, нет Московского, и что для нас наиболее существенно, нет Казанского Кремля. Вы как для себя объясняете вот результаты? Ну, во-первых, то, что нет этих Кремлей в этом списке, вовсе не означает, что их нет
в иерархии памятников Российской Федерации и даже всемирного культурного наследия, потому что Московский Кремль, Новгородский Кремль, так же как и Казанский Кремль, это вообще объекты ЮНЕСКО. На самом деле было бы странно сейчас организовывать голосование вокруг таких памятников. Отбор был какой-то, странный. На самом деле голосовать за достопримечательности России списком, в котором нет действительно самого старейшего Кремля, да, первое упоминание к 1044 году относится это Новгородский Кремль. Хотим мы того или не хотим, это святыня российской это земли, самые уникальные история. объекты во всей стране. По крайней мере, да, один из старейших Кремлей считается. Точно так же, как Казанский Кремль, как уникальная татарская крепость, она так и вошла в список ЮНЕСКО. То есть, хотим мы того или не хотим, включат это в список или нет, они с X, VIII, IX веков в истории России, и понятно, что сегодня являются безусловными достопримечательностями России. Но это же ведь не просто социологический опрос. Ведь нам говорят о том, что это будет создан некий парк там, в Подмосковье, мини-Россия. Это самое интересное. Вот чтобы этот парк все-таки был парком достопримечательностей, а не парком такого несуразного голосования или парком такой организации неправильной. Потому что на самом деле вот на нынешнем этапе можно себе представить, каким нелепым может оказаться этот парк. Действительно, а не нелепо ли, на ваш взгляд, то, что в нем будет присутствовать мечеть Кул-Шариф, но не будет присутствовать башня Сюмбике, вообще весь архитектурный ансамбль Кремля нашего? Я думаю, что в итоге при самом уже реконструкции или создании этого парка, я думаю, что все-таки некие памятники будут все-таки входить, потому что иначе организаторы подписываются под такой, я скажу, нелестной славой для себя тоже. Идея вообще-то дискредитирована полностью, потому что вот сейчас последний тур голосования, он показывает, о каких реальных числах голосов можно вести речь. Вот, вы видите, как идут люди в списке, какие это абсолютные цифры, если к этому не прикладывать особых средств, особых технологических придумок и так далее. Всем известны результаты опросов ЦИОМ, по которому сказано, что об этом конкурсе вообще-то были информированы 7% населения, об этом знали. То есть общее число знающих можно вычислить. Даже если они по 10, по 100 раз голосовали, все равно того числа, которые имеют досрочные победители, трудно получить. Но сейчас не об этом разговор. Сейчас на самом деле вопрос, наверное, о том, что такое голосование, СМС-голосование, интернет-голосование, в какой мере оно может реально отражать настроение, отношения граждан. Действительно ли это соревнование, это технологии, или все-таки это действительно голоса реальных граждан. И вот в этой связи, на самом деле, мне вспоминается первый конкурс. Я не знаю, может быть, те же организаторы, когда у нас был конкурс 100 имен России, да? Он тоже скандально финишировал, как помнится. И сегодня вряд ли кто навскидку назовет вообще, сколько и кто эти имена. Кто был первым, кто вторым, кто третьим. Ради этого проводить конкурсы, на мой взгляд, совершенно нет необходимости. Кроме того, конкурс достопримечательностей, должны быть заявлены какие-то критерии. Если это конкурс природных заказников, это совершенно другие критерии. Здесь все идет общим списком. И сравнивать очень сложно. Что касается архитектурных достопримечательностей, здесь нельзя исключать мнение профессионалов, потому что хорошо, общественное мнение нужно учитывать, и все же, и пристрастие, но все же мнение профессионалов, когда касается архитектуры, для меня, например, очень важно. Конечно, которые могут сравнить степень ценности даже того или иного объекта, объекта, конечно. Что нам, обывателям, сложно достаточно. Поэтому сейчас уже об этом конкурсе абсолютное большинство по содержанию, по существу. Конкурс определилось, но идет третий этап. Мы не привыкли сворачивать с полпути, и поэтому как инструмент все же продвижения, потому что именно продвижение
Кремля, объектов Кремля. Мы этим инструментом должны воспользоваться, и поэтому я считаю, что все, кто понимает, что мы живем в многоконфессиональной, многонациональной России, и что все эти символы, и в том числе мечеть Кул-Шариф, являются нашим общим достоянием, они наши друзья, и они, конечно, должны своими голосами, я надеюсь, поддержать нас. Потому что исключительно благодаря людям из разных регионов, из разных стран мы второй тур закончили в первой десятке. И очень хотелось бы, чтобы и в итоге конкурса все-таки восторжествовала справедливость. Ну да, будем надеяться, время еще есть, но война войной, а обед по расписанию. Казанский Кремль живет очень насыщенной жизнью. Я знаю, что у вас и сейчас планируется очень интересное событие, связанное со 180-летием, если я не ошибаюсь, приезда Пушкина в Казань, плюс открытие новых музеев, которые ожидается уже в этом году. Расскажите об этом. На самом деле, в этом году 180 лет со дня приезда Пушкина в Казань. И если все встречи в доме Фукса, в доме Баратынского, другие встречи не более-менее, а буквально по минутным расписаны, то именно пребывание Пушкина в Кремле оказалось достаточно такой белым пятном. И в этой связи, мне кажется, наша выставка, которую мы проводим вместе с музеем Пушкина на Мойке, а к тому же к нам присоединилась еще, и мы им очень благодарны, Музей связи России, потому что те повозки, на которых мог путешествовать Пушкин, и те карты, по которым можно проследить этот маршрут, все это представлено в этом музее. Мы в четверг, следующий, 25 сентября, открываем выставку-фестиваль, которая называется «Мой ангел, здравствуй, я в Казани». Это из письма Александра Сергеевича Гончаровой. И для нас это очень важно еще почему. Общеизвестны теперь такие факты, что нынешние ребята, школьники 10, 12 лет, 14 лет, значительно меньше знают творчество Пушкина, чем их сверстники 10-20 лет назад. Поэтому для нас эта выставка, она очень такая многонаправленная, что ли, разнонаправленная. По сути дела, это второй приезд Пушкина в Казань. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо вам за внимание. Будем болеть за вас. И, несмотря ни на что, будем всегда считать наш Казанский Кремль и в лице мечети Кул-Шариф одним из главных символов России и вообще всего мира, конечно же. Я напомню, в нашей студии сегодня была директор музея-заповедника Казанский Кремль Зиля Валеева. Мы продолжаем программу.